Узнаваемый пейзаж, побережье озера Иссык-Куль, Киргизия. Который год подряд старая отцовская юрта на все лето становится домом для Сарыма и Бурул. Здесь тепло в ненастье и прохладно в летнюю жару. Говорят, самые лучшие юрты делают в селе Кызылту на южном побережье Иссык-Куля. Именно здесь растет тал, по-русски ива. Мягкий ствол дерева является основой будущего каркаса юрты. Мастер Марсбек занят изготовлением уука. Для начала его надо нагреть, а затем изогнуть и для придания правильной формы оставить под знойным иссык-кульским солнцем. Позже именно ууки станут центральным формообразующим креплением купола юрты. Так сделаем. Технология не из простых. Следующий шаг – кереге, детали из которых состоят стенки юрты, скрепляют кусочками сырой кожи. Высыхая, они закрепляют каркас. Ловкость мастера, и вот уже для юрты средних размеров готова одна из 6 частей раздвижной стены. Позже все детали окрашиваются в традиционный красный цвет. Говорят, что в давние времена для этого применяли кровь домашних животных. Она придавала всем деталям юрты неповторимый оттенок. Самый важный этап – изготовление тундука, верхней части купола. Работа кропотливая. По древним поверьям, именно через тундук в юрту попадает счастье и благоденствие. На такой работе, на такими руками хлеб будет сладкий. Международная туристическая ярмарка. Именно здесь мастера могут показать результат своего труда. Но впереди еще один ответственный момент – сборка юрты. Для ее установки требуется сноровка. Асад учился этому у мамы Карлыгаш. Издавна именно женщинам доставалась основная часть работы при установке юрты. Вот эта большая юрта, да, мы ставим, если хорошо знающим людям, 3-4 людей будет, если, тогда можно это ставить где-то 1,5 часа, общее уйдет. А сейчас мы по мамашке потихоньку работаем, где-то уйдет 2,5-3 часа. Ну, потихоньку мы работаем. Юрта имеет круглую форму. Остов ее собирается из нескольких решетчатых стенок кереге. В среднем ее диаметр составляет 6 метров. С помощью ууков поднимается тундук. По форме он напоминает солнце. Теперь тундук – один из государственных символов Кыргызстана. После установки всей конструкции сверху юрту накрывают киизом, войлочным полотном, и закрепляют. Внутри и снаружи юрта украшается особыми изделиями национальных промыслов – ширдаками и алакиизами. Секреты их изготовления до сих пор хранятся в иссык-кульских селах. Я уже 10 лет занимаюсь этим делом. Также плели ковры наши предки. Создавая украшения для юрты, я почти не устаю. Эта работа для меня в удовольствие. Я, так сказать, совмещаю приятное с полезным. Мне ведь за это еще и платят. Итак, юрта собрана. Она прекрасно приспособлена к кочевой жизни, не требует много времени на сборку, легка при транспортировке. За счет свойств войлока в дождь она не промокает, а в жару сохраняет прохладу. Весенний дом, да, весенний. Зимой и летом все весенний вот жили. Старшее время. Сегодня юрта, как и много веков назад, по-прежнему служит домом для кочевников в предгорных районах и на Джейло, Тяньшанских пастбищах.